атаңызға қарата қозғалған қылмыс ишин сотты кандай баалайт негиз? Ну, тяжелый вопрос. Я так, наверное, скажу, что все это, конечно, похоже на судилище. То есть я убежден, что там справедливости нет. Ну и как вы видели, там свидетельские показания, они как бы людей закрывали на 2 месяца в СИЗО ГКНБ, а потом они уже писали все, что угодно. Все, что угодно. То есть, ну это такое судилище, по моему мнению. Бир нече берине менен айып койбоду, бир нече статья менен. Ошолордун бүт баардыгы негиздүү деп эсептейсизби, коюлуп аткан статьялар? Кайсы статья? Батукай боюнча? Андан башка да бир нече, он чак. Там на самом деле все эти уголовные дела, они, ну, можно сказать, такие песочные замки. То есть они все строятся, по моему мнению, на подлоге, на как бы на выбивании свидетельских показаний. То есть вот даже по делу Батукаева доходила информация, что у Цоповой был перелом ноги, каким-то необычным образом в СИЗО она его получила. Инсульт у Зарубека Рысалиева, проблемы с сердцем у Аиды Соляновой. И так эти свидетельские показания якобы на Атамбаева и выбиваются. Все, что я могу сказать так. Сиздерде ушул эмеден бери жолуктуңуздарбы? Атаңыз же сиз жолуга алдыңызбы тиги? Мен 2 жолу жолугуштум атам менен, а вот на прошлой неделе мама только зашла, и там уже, как бы получается, по непонятной... Сначала был отказ, вот вообще и мне, и матери встречаться, а потом разрешили встретиться только моей матери. Хотя вот заявление было на встречу со мной тоже. Обычно 2 человека допускают. То есть, ну, эту ситуацию я назову так, ну, конечно, ну, несправедливо, хотя по отношению к его семье. Сига рахмат.